Сегодня вы услышите, получите, в общем-то, достаточно объемную картинку, потому что общественный мониторинг, может быть, впервые, я не совсем уверена, но, на мой взгляд, впервые в нашей стране проводился путем объединения усилий авторитетных, общественных, аналитических, стратегических организаций, с тем, чтобы в одну картину слить общую картину предварительных итогов по наиболее значимым показателям. Вот в этом, собственно говоря, уникальность сегодняшней пресс-конференции, предварительных результатов общественного мониторинга и, естественно, уникальность в том, что первые об этом говорят представители общественного, гражданского сектора, который весьма опытный и достаточно объективно и пристрастно отслеживает технологии. Бактыгуль Исламбекова, координатор программ общественного объединения Агентства социальных технологий. Господин Эдир Боба, исполнительный директор объединения юридических лиц, хорошо знакомая вам на протяжении многих лет, Ассоциации Таза Шайло. Тимур Арыков, правовой эксперт, Ассоциация Таза Шайло. Господин Медет Тимирович Тюлегенов, национальный эксперт, общественное объединение юридических, общественное объединение Агентства социальных технологий. Итак, доброе утро, уважаемые журналисты. Разрешите поприветствовать вас от имени сети организаций, от имени Ассоциации Таза Шайло. Сегодня мы вам дадим предварительные заявления о результатах независимого наблюдения за процессами подготовки выборов в Джоварку-Кенеш. Наше наблюдение стало возможным благодаря партнерству с программным офисом ОБСЕ в Бишкеке. В рамках нашего наблюдения по всей стране мы охватили все области, 7 областей, города, и всего выставили для наблюдения на 142 избирательных участках. Наблюдали мы, естественно, в городах Бишкек, Ош, Нарын, Талас, Каракол, Баткен на областных центрах, брали районные центры, Кербен, Карасуйский район, Тюбский район, Наухатский район, Раванский, Сокуловский, Сыкотинский. Из-за того, что у нас не так много наблюдателей, но мы старались охватить весь Кыргызстан, чтобы увидеть какую-то общую тенденцию, общую картину. Сразу скажу, что имеющиеся наблюдение на столь незначительном количестве участков не позволяет мониторинговым организациям давать какую-то оценку. Мы лишь можем говорить о тех вещах, которые происходили только на этих участках. Как вы знаете, выборы у нас состоялись по новой системе смешанной, когда у нас формируется парламент по одномандатной системе и по пропорциональной с преференциальным голосованием. Законодательство было принято 26 августа по новой смешанной системе, и указ президента о назначении выборов был 29 августа 2021 года. Сами выборы проходили в сжатые установленные сроки, и, соответственно, не могло не повлиять на качество избирательного процесса и не повлиять на избирателя. Мы дальше расскажем, каким образом это произошло. Спасибо большое. Продолжая тему, каким образом это происходило. Зульфия Кочурбаева, исполнительный директор. Вы, пожалуйста, извините, прошу вас. Добрый день, уважаемые журналисты. Микрофон подвинуть. Да? Компания «Мир», переведите микрофон. В деле в таких условиях ограниченных сроков после внесения изменений и дополнений в избирательное законодательство, так последние изменения были приняты Джоварку-Кенешем 26 августа, и буквально через 3 дня после принятия изменений был издан указ о назначении выборов депутатов Джоварку-Кенеша. Вот такие сжатые сроки, конечно, естественным образом повлияли на качество подготовки и проведения данной избирательной кампании. Также хотели бы отметить, что и у избирателей был недостаточный срок, чтобы актуализировать свои данные
списках избирателей, чтобы реализовать свое избирательное право непосредственно в день голосования. Кто-то не успел актуализировать свои данные. Также хотели бы отметить, что вот абсолютное исключение такой возможности избирателя голосовать по избирательному адресу, по месту своего пребывания, то есть по форме номер 2, которая использовалась на предыдущих выборах, исключила из процесса голосования определенное количество, конечно, на данный момент не дается дать статистику, но определенное количество достаточно, это тысячи граждан, избирателей, которые были исключены из процесса голосования вследствие того, что они пребывают, проживают или осуществляют свою рабочую деятельность не по месту прописки, а в других регионах по определенным социально-экономическим причинам. Опять же, если говорить сравнительно с предыдущей избирательной кампанией в парламент, в отличие на данных выборах вот такое вот открытое вмешательство должностных лиц административного ресурса, вот это влияние, оно значительно снизилось сравнительно с предыдущей избирательной кампанией. Но тем не менее, хотели бы отметить, что были случаи на отдельных участках и в день голосования, что отдельные должностные лица присутствовали на тех или иных участках. Ну, возможно, с целью содействия избирательному процессу. К сожалению, вот такие вот явления, как подкуп голосов избирателей, тот же административный ресурс, к сожалению, вот такие вот незаконные компоненты в избирательном процессе на данный момент в Кыргызстане, к сожалению, мы отмечаем, что они присутствуют. Конечно, они приняли более скрытый характер, но тем не менее мы наблюдаем такие моменты скрытые. И, к сожалению, вот такие явления, как подкуп голосов избирателей и административный ресурс, опять же, к сожалению, не позволяет нашим гражданам, общественности в полной мере доверять итогам и результатам выборов, к сожалению. Вот такой момент имеется. Также отмечаем, что вот как согласно предварительным данным ЦИК, около 10, представьте, каждый 10-й примерно избирательный бюллетень был испорчен избирателями. Это говорит о том, что опять же не было недостаточно времени для того, чтобы провести соответствующую разъяснительную, обучающую просветительскую работу среди граждан по новой смешанной системе выборов, то есть по единому округу, по одномандатным округам. И также не было достаточно разъяснительной работы по вопросам того, как проводить и организовать голосование самими членами избирательных комиссий. Думаю, опять же отмечаем, что 10% испорченных избирательных бюллетеней – это очень большой показатель. Если говорить о гласности и открытости процесса организации и проведения голосования, конечно, в данном компоненте мы отмечаем, что со стороны избирательных комиссий в целом гласность и открытость процесса была обеспечена. Все наши наблюдатели имели возможность наблюдать на избирательных участках. Единственное, были на нескольких участках недопонимания между комиссиями и наблюдателями, но после переговоров вот эти препятствия были устранены со стороны избирательных комиссий. Если говорить с 8 до 8, с 8 утра и до 8 вечера, если этот период рассматривать, то мы отмечаем, что были такие вот процедурные несоответствия с конституционным законом, то есть то, что некоторые участки поздно открылись для голосования. Также не проводилась жеребьевка среди членов избирательных комиссий по распределению их ролей в процедуре проведения голосования. Также на некоторых участках
Ну, это было вне помещения для голосования, проводилась незаконная агитация. В помещении для голосования были попытки несколько, значит, фотографировать избирательный бюллетень со стороны самих избирателей. Также были проблемы с автоматически считывающими урнами, то есть когда они переполнялись на некоторых участках, то есть соответственно, что избирательный бюллетень был больше обычного формата, когда они переполнялись, некоторые комиссии выгружали избирательные бюллетени и использовали стационарные урны. Но были случаи, когда они опять же после того, как ОСУ начинала работать, автоматически считывающая урна, они опять эти бюллетени пропускали через ОСУ, хотя по закону такое запрещено. Вот так, по таким моментам мы обратились в координационную группу оперативного реагирования Центральной избирательной комиссии. На данный момент мы ждем результатов рассмотрения по вот таким случаям, по нашим обращениям. Так, можно еще я буквально хотел бы... Вот важный момент, конечно, это уже остается после процедуры голосования до 8 вечера. Да? То есть после 8 вечера, в целом, если мы отмечаем, за исключением некоторых технических моментов, уже после закрытия участков, к сожалению, мы вынуждены вот отмечать, что есть такие нарушения, когда на отдельных участках нашим наблюдателям не выдавали необходимые в соответствии с законом приложения к протоколу об итогах голосования. Как вы знаете, сейчас приложение — это те же результаты по голосованию по отдельным кандидатам по спискам политических партий. То есть приложение к общему протоколу об итогах голосования. К сожалению, вот такие моменты были. На некоторых участках вовсе нам отказались выдавать протоколы об итогах голосования, что является грубейшим нарушением и дает определенные сомнения в достоверности итогов голосования на определенных участках. Также мы отмечаем такой вот негативный, очень незаконный момент, когда отдельные председатели участковых комиссий, нарушая закон, составляли протоколы не в помещениях участковых избирательных комиссий, как того требует закон, а значит, забрав с собой все избирательные документы, они составляли протокол в нарушение закона в помещениях окружных избирательных комиссий, что является грубейшим нарушением. И опять же дает сомнение доверять итогам голосования на данных избирательных комиссиях. Так вот мы можем отметить, что по некоторым участкам города Ош и города Талас мы обратились в координационную группу оперативного реагирования и будем добиваться того, чтобы вот членов избирательных комиссий, которые вот нарушили грубейшим образом законодательство избирательное, были привлечены к соответствующей ответственности. Спасибо. У вас все? Да. Можно, пожалуйста, один маленький вопрос в нарушении формата? Скажите, все отмеченные вами нарушения, достаточно серьезные, вы можете сказать, насколько они были масштабны? Это можно сейчас сказать или нет? Насколько они были масштабны? Или это единичные какие-то проявления? Нет, ну вот смотрите, отвечая на ваш вопрос, да. Процедурные нарушения и там сбои техники, там, оборудования, устройств, они происходят на каждых выборах, но они не влияют на итоги голосования. То есть есть определенные процедуры, обученные члены УИК знают, как с этим справляться. Нас на этих выборах, такое слово употреблю, не могу, напрягает тот момент, когда члены участковой комиссии либо по незнанию, не в соответствии с процедурами не подводят итоги голосования должным образом. Итоги голосования подводятся по результатам ручного подсчета и оформляется протоколом об итогах голосования на данном участке. То есть это тот документ, который определяет итоги. Понятно. То есть тогда смысл, в общем-то, как бы,
очень существенно меняется. Спасибо большое. Я сознательно задала вопрос, чтобы журналисты уже стали ориентироваться. Зульфия Кочербаева, прошу вас. Основную задачу, которую мы ставили перед собой, это проанализировать, насколько в процессе предвыборной кампании соблюдались и обеспечивались равные права и возможности для женщин и мужчин в соответствии как с национальным законодательством, так и с международными стандартами в сфере демократических выборов. Надо отметить, что наше законодательство оно предусматривает ряд гендерных специальных мер для выравнивания возможностей женщин для участия в парламентских выборах. Ну, в частности, это требования к спискам политических партий, о том, что там должно быть не более 70% лиц одного пола, а также есть требования об очередности, что каждый 4-й кандидат в списке должен быть лицом другого пола. Также новшеством законодательства стало то, что закрепили дополнительный механизм учета гендерного представительства при распределении мандатов по итогам выборов по единому избирательному округу по партийным спискам. Да, и вначале распределяется 30% мандатов среди женщин у победивших партий, и потом все остальные мандаты распределяются по количеству полученных голосов среди оставшихся кандидатов в списках политических партий. В одномандатных округах по мажоритарной системе у нас нет никаких гендерных специальных мер, и, соответственно, это накладывает определенную специфику на то, какие мы получили результаты. Теперь относительно того, каким образом проходила сама кампания. Значит, мы можем отметить, что политические партии достаточно активно приняли участие в этих выборах. Да, из 294 партий, которые были зарегистрированы Министерством юстиции на 1 сентября текущего года, 39 партий возглавляются женщинами. Но те партии, которые приняли участие в выборах и фактически дошли до 75 у нас изъявили желание участвовать в выборах, и 21 партия была зарегистрирована и дошла до голосования. Да, вот там, к сожалению, уже лидеров партий не было. Относительно гендерного состава партии уже из этих 21, которые были допущены до финальной стадии участия в выборах, да, мы можем отметить, что в целом в партийных списках женщины составили 36%, и это опять-таки благодаря той самой гендерной квоте, о которой я сказала выше. Больше всего женщин было 69%, да, по сравнению с другими партиями, зарегистрировано в партии Арузат. На втором месте по количеству женщин находилась партия Джашасан-Кыргызстан, где женщин было чуть более половины, 54%. Почти половина женщин, 49%, были первоначально зарегистрированы в либерально-демократической партии Кыргызстана Багыт и партии Зеленых Кыргызстана. В остальных политических партиях доля женщин была от 30 до 40, и меньше всего женщин по 30% были включены в списки партий Шыным, Интымак, Улутар Беримдеге, Азатык и Легалайз. Также следует отметить, что в процессе, после того, как первоначальный список был одобрен Центральной избирательной комиссией, и до финального списка, который на день голосования был у тех или иных политических партий, происходили некоторые изменения в связи с тем, что некоторые кандидаты выбывали из списков, и таким образом менялась в том числе и гендерная пропорция среди кандидатов. И здесь можно отметить ту картину, которая была и на предыдущих парламентских выборах, что те партии, которые наиболее, так скажем, должным образом представляют женщин в своих списках, то есть женщин больше, например, среди кандидатов в партийных списках, и они находятся на более начальных выгодных позициях в начале списка, эти партии, как правило, не проходят, не побеждают, и, соответственно, эти женщины-кандидатки, они не получают мандаты. Аналогичная картина произошла и сегодня. Опять-таки мы можем опираться пока только на предварительные итоги выборов. Да, после того, как будут определены результаты выборов, мы еще раз корректируем текущую картину. Но сейчас ситуация складывается следующим образом, что те 6 партий, которые на данный момент являются лидерами, у них было на самом деле небольшое количество женщин в их партийных списках, и они не были в числе лидеров, так скажем. Да. Вот у Кыргызстана 38% женщин, у партии Шыным 30%, Интымак 31%, Атаджур тоже 31%, Иман Нуру 30% и у Альянса 33%. То есть, таким образом, те партии, которые до этого были чемпионами в плане гендерного представительства в партийных списках, сегодня не прошли в этот список лидеров.
Но при этом наиболее важным с нашей, именно с гендерной точки зрения, является проанализировать первую двадцатку, да, так как именно кандидаты в первой двадцатке, они будут, скорее всего, допущены к получению мандатов, поэтому мы проанализировали гендерный состав первой двадцатки у данных 21 партии. И можем отметить, что наибольший процент женщин был внесен в первую двадцатку в таких партиях, как Джашасан Кыргызстан, Лигалайз. С огромным отрывом от них шли такие партии, как партия народного достояния Арузат 42%, Гучту регион 42%, партия единения Кыргызстана 39%, Ишиным 38%, Азатек 38%. Средняя доля, значит, женщин в первой двадцатке списка политических партий составляла 35,66%. На день голосования этот процент немного увеличился, опять-таки в связи с тем, что были некоторые изменения, да, в составах кандидатов, и на день голосования этот процент составил 36,74 женщин. Меньше всего женщин в первой двадцатке партии Бутун Кыргызстан 25% только женщин. Относительно этнического состава, опять-таки, картина повторяется так же, как и на предыдущих парламентских выборах, когда именно за счет женщин мы видим больше этническое разнообразие в партийных списках. Так, например, женщин-кыргызок и женщин-узбечек было в 2 раза больше, чем, например, женщин и мужчин в тех же списках политических партий. И меньше всего женщин было таджичек, у нас 0,1%, и повторюсь еще раз, да, что именно благодаря тому, что политические партии стремятся привлекать женщин из других этнических групп, они таким образом выполняют другое требование законодательства о представительстве лиц других этнических групп в партийных списках. И таким образом они убивают там 2 зайцев, да, вместе, и женщин, и этнические меньшинства. Дальше. Относительно гендерного анализа политических партий мы можем отметить следующее, да, что только у одной партии, у партии народного достояния Арузат, логотип партии вообще включал в себя изображение женщины. У всех других партий они являются гендерно-нейтральными, значит, гендерно-нейтральная символика. Предварительный гендерный анализ программ политических партий показал, что партии стали включать понятие гендерное равенство наряду с понятиями права человека, законные интересы и равноправие. Отрадно, что нетерпимость к домашнему насилию, принудительным бракам, воровству невест и тому подобные архаичные практики, как направление и цели деятельности, также присутствуют в программах партии. При этом все чаще в программах партии упоминаются такие понятия, как традиционные ценности, нравственность, нравственное государство, религия и тому подобное. При этом принцип светскости упоминается только в программе одной партии. С точки зрения гендерного анализа определенный интерес представляет программа политической партии Джашасан Кыргызстан, в программе которой роль женщины отражена больше всего. К слову, женщин в ее списке более половины, 54%. И партия провозглашает принципиально новый подход и новое решение к вопросу гендерного равенства как наиболее приоритетного. Но отмечу, да, что данная партия не преодолела необходимые барьеры. Относительно одномандатных округов ситуация следующая. Да, среди кандидатов, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам, было 381 кандидат, из них было зарегистрировано 31 женщина и 350 мужчин. Но на день голосования, да, осталось всего 18 женщин, что составило всего 6% от числа других кандидатов, которые вот остались в предвыборной гонке на день голосования. При этом, значит, по регионам мы видим такую неровную картину, да, когда больше всего зарегистрировано женщин-кандидаток у нас было в Иссык-Кульской области, 6 женщин-кандидаток осталось, да, на момент на день голосования. Потом Баткенская область 4, и по 2 женщины зарегистрировано в Нарынской-Джалабадской области, и совсем не было женщин у нас в Ошской и Таласской области, и в 2 одномандатных округах города Бишкека также не было ни одной женщины. И по результатам выборов одномандатных округов, опять-таки по предварительным, мы видим, что ни одна женщина не победила и, соответственно, не может претендовать сегодня на мандат в парламенте. Таким образом, мы можем отметить, да, что если
те опубликованные предварительные результаты выборов не изменятся, то у нас в парламенте по партийным спискам пройдет 17 женщин, что составляет 18,8%, то есть меньше 19%, а по одномандатным округам у нас не будет ни одной женщины. Таким образом, мы не улучшим нашу ситуацию гендерного представительства в парламенте. Как мы знаем, как раз до выборов у нас эта доля составляла 17%, да, а в некоторых случаях даже 15% были периоды, когда были вакантные мандаты, передавались. Таким образом, мы так и не достигнем за всю историю независимого парламента Кыргызстана минимального 30% представительства женщин в парламенте. Этот порог рекомендован экономическим и социальным советом ООН как минимальный. Да, и мы, к сожалению, из-за того, что у нас нет гендерных специальных мер и квот в одномандатных округах, мы не можем выполнить эту 30% представленность. Таким образом, предварительные итоги выборов, они актуализируют необходимость пересмотра текущего законодательства и внедрения соответствующих изменений в части мажоритарных округов. Спасибо большое, Зульфия, за очень детально, очень любопытно. И можно тоже маленький вопрос ухватывали. Несмотря на такой достаточно пессимистичный, в общем-то, концовку вашей информации, у меня к вам вопрос. Тем не менее, считаете ли вы, что в вопросе гендерного баланса есть все-таки прогресс? Либо что это как в пословице, да, один шаг назад, один шаг вперед, два шага назад. Сегодня 2 шага назад? Вот, конечно, несомненно, потому что внедрение мажоритарных квот, а это недружественная вообще к участию женщин система, фактически отбросила нас назад. Если бы у нас все выборы были именно только по пропорциональной системе, у нас сегодня было бы 30 и более процентов женщин в парламенте. Но из-за возврата к этой другой старой смешанной системе мажоритарным выборам мы фактически топчемся на месте. Спасибо большое, но система нуждается в совершенствовании и, вероятно, получит. Спасибо. Дополнить информацию. Мониторинг жүргүзүлдү. Мониторингдин жыйынтыктарын кыскача айтып кетсек, бул 294 Кыргызстандагы саясий партиялардын арасында 39 партия аялдар менен башкарылат, бирок бул партиялар катышкан жок шайлоого. Шайлоодо 21 партия жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосуна катышты, бирок 21 партиянын ичинде тизмелерди карасак 2 гана партия аялдар биринчи тизмеде кетти. Анан ошол 21 партиянын арасында гендердик курамды карасак, ошол партияларда 36 аялдардын өкүлү 36% түздү. Ал эми белгилеп кетчү нерсе, бул шайлоодо биринчи жолу аралаш система менен шайлоо өттү. Ошондо бир мандаттуу округдарда кандидаттарын көрсөткөн аялдардын курамы 31 аял башында 381 кандидаттын арасында өзүнүн кандидатурасын көрсөткөн болчу, бирок шайлоого чейин 18 гана аял жетти бир мандаттуу округдар боюнча. Ал эми партиялардын тизмесинде 36% аялдар кетти. Алардын эң көп курамы болгон бул Арузат партиясы. Арузат партиясы өзүн аялдардын партиясы деп көрсөткөнү менен алардын курамында аялдардын көрсөткүчү максималдуу болуп 69% болгону менен программасында аялдар жөнүндө өтө аз айтылган, бир гана символикасы аялдын сүрөтүн, аялдардын элементтерин өзүнө камтып келет. Анан экинчи аялдардын көрсөткүчү боюнча эң көп партия бул Жашасын Кыргызстан партиясы. Ал жерде аялдардын курамы 54%-ды түздү. Андан кийинки партия бул либералдык демократиялык партия Багыт болгон. Аларда 49% аялдарды түзүп, жана Жашылдар партиясы, аларда дагы аялдардын курамы 49%-ды түзгөн. Ал эми 30%дан азыраак болгон же 30%ды түзгөн партиялар, булар Ишеним партиясы, Ынтымак партиясы, Улуттар биримдиги, Азаттык жана Легалайз партиялары болду. Эки аялдардын
көп этникалык курам боюнча караганда дагы аялдар көбүнчө башка улуттарды түзгөн. Ошондо квоталарды карап көрсөк, партиядагы квоталар аял гендердик квотаны дагы ошол бир кандидат менен жаап кетишкен. Анан этникалык курамды дагы ошол бир эле адам башка улутта болуп, көбүнчө этникалык азчылыктардагы аялдардын арасында кандидаттарда көп кездешет. Нет, сейчас одну минутку. Анан азыркы жыйынтыктарды карасак, ошол аялдар бир мандаттуу округтар боюнча бир дагы аял келген эмес. Акыркы маалымат боюнча шайлоодо 6% гана аял кандидаттар катышса, алардын көбү бир мандаттуу округтардын бардыгында гана аял кандидаттар болгон эмес. Мисалы, Жалал Абад области менен Ош областында көп бир мандаттуу округтар болсо дагы Ош областында бир дагы аял кандидат болгон эмес. Ошол эле Талас областында дагы бир дагы аял кандидат катышкан эмес. Анан Бишкек шаарында дагы 4 округдун арасынан 2 гана округда аялдардын өкүлчүлүгү болуп, бир мандаттуу округтар боюнча 2 округда бир дагы аял кандидат болгон эмес. Анан азыркы бүгүнкү жыйынтыктарды көрсөк, жыйынтыктарда бир дагы бир мандаттуу округ боюнча бир дагы аял тилекке каршы өткөн эмес. Биз буга чейин дагы айтып келгенбиз. Бир мандаттуу мажоритардык система бул аялдар үчүн же башка аялуу топтор үчүн мындай ыңгайсыз система болуп келет. Ал эми пропорционалдуу система боюнча, партиялар боюнча аялдардын азыркы эсептелинип келген азыркы жыйынтыгын карасак 18,9% гана түзөт. Ошол биз буга чейин айтып келген дагы эл аралык Бириккен Улуттар Уюмунун экономикалык социалдык кеңешинин рекомендациясы боюнча 30 эң азчылык топтордун курамы 30%га жетиш керек. Биз ошол 30%дык курамды дагы түзө албай, азыр бир гана партияларда 18% гана аялдар келиши мүмкүн деген божомолдор акыркы жыйынтык. Результат этого анализа, и здесь, на что мы пытались обращать внимание, это то, насколько мужчины и женщины, кандидаты в равной мере были представлены в освещении средств массовой информации, и также то, какова была тональность обсуждения и представленности и женщин, и мужчин, и особенно это не только в средствах массовой информации, но и в соцсетях в том числе. И вот как уже продолжая в ответ на тоже ваш вопрос, это шаг вперед, 2 шага назад и так далее. То есть в этом отношении понятно, что, может быть, большого прогресса в плане освещения сильно не было заметно, потому что по предварительному анализу, в общем-то, заметно, что упоминаемость женщин, кандидатов в целом, она как бы, в какой-то мере ниже, чем у кандидатов мужчин, когда дело касается средств массовой информации. Хотя, конечно, когда в средствах массовой информации освещается не просто ситуация с выборами и так или иначе упоминаются женщина или мужчина, но представлены агитматериалы самих партий, то там картина несколько другая. И здесь, может быть, женщина упоминается, может быть, не так редко. И также очень интересно смотреть на то, каким образом упоминается, там, скажем, какие-то определенные женские конструкты или даже само слово гендер, оно тоже не так часто упоминалось. И здесь это, может быть, в какой-то степени может быть было связано с тем, что это было уже в период до кампании, это упоминалось в обсуждениях, когда готовилось само законодательство, но вот именно в период самой кампании само упоминание там слова гендер или каких-то вопросов, связанных с равенством мужчин и женщин, оно сильно ярко не присутствовало. Как правило, как бы в ходе такого анализа пытаемся тоже обращать внимание на то, каким образом затрагиваются какие-то социальные тематики в программах партии, как это освещается тоже в средствах массовой информации, и каким образом это соотносится к полу кандидатов или кандидаток. И здесь какие-то социальные темы, конечно, освещались, но они больше освещались в агитационных материалах. Где-то освещались и вопросы домашнего насилия, но не так часто какие-то другие вопросы, которые очень важны с точки зрения гендерного аспекта. Также, когда дело касается уже средств массовой информации,
не средств массовой информации, извиняюсь, а социальных сетей, конечно, вот сам дискурс и сама тональность обсуждения, она тоже, в принципе, сильно не изменилась из прошлых выборов. Часто комментарии носят такой достаточно сексистский характер, когда дело касается обсуждения каких-то кандидаток женщин. И в этом отношении ситуация в соцсетях, она сильно не поменялась по сравнению с прошлыми, скажем, парламентскими выборами прошлого года. И в этом отношении, как бы, ввиду того, что эти выборы, конечно, сопровождались изменением правил игры, и избирателю нужно было ориентироваться относительно того, как нужно себя вести в день голосования, и обсуждение кандидатов мужчин и женщин, конечно, здесь тоже осложнялось с точки зрения того, что нужно было обсуждать и кандидатов одномандатников, и кандидатов в списках партий, и самих партий, и как бы наименование самих партий. В этом отношении, как бы, вот этот контекст, конечно, тоже, может быть, был каким-то, ну, если говорить о том, чем отличаются эти выборы от предыдущих выборов, он, как бы, тоже наложил отпечаток на то, как происходило комментирование в социальных сетях в этом отношении. И, может быть, как бы, вот, завершая свои комментарии относительно того, как в средствах массовой информации, в соцсетях обсуждалось с гендерной точки зрения вот эти выборы, может быть, имеет, как бы, значение то, что у нас вот эта смешанная система привела к тому, что, в принципе, значимость и звучание, скажем, имен там женщин, кандидаток именно по одномандатным округам, она была, конечно, в значительной мере меньше. Понятно, что агитационные, как бы, кампании, механизмы в большей степени были локализованы, но в какой-то мере доступ к национальным ресурсам средств массовой информации в этом отношении у одномандатников мужчин было больше, чем у женщин. Вот, как бы, в этом тоже есть определенное отличие именно вот этих выборов. С моей стороны все сейчас. Спасибо большое. Маленький вопрос сразу, Милитирович. Скажите, вот такое невнимание СМИ, какой позиции? Ситуация в обществе, реакция на какие-то более острые моменты, либо просто привычное такое отношение ровное, без внимания к женщинам? Как вы считаете? Ну, с одной стороны, что мне за кажется... этим стоит вообще? Вот мне интересно. Как нужно исправлять эту ситуацию? И ваши наблюдения свидетельствуют о чем? Почему так происходит, особенно в СМИ? А СМИ у нас достаточно прогрессивные в стране. С одной стороны, понятно, что часть материалов — это, как бы, отражение самой кампании и того, что там официальные органы заявляют, и каким-то образом СМИ — это ретрансляторы того, что так или иначе происходит с органами, регулирующими выборы, или от самих партий, от других участников выборного процесса. Но где-то, может быть, как бы, вот, исходя из наблюдений, доля какого-то собственного материала СМИ в плане анализа того, что происходит, в том числе с гендерной точки зрения, вот этого доли в значительной мере не хватает. И в том числе, как бы, акцента на вот эти аспекты. Можно ли обвинить, ну, условно опять говоря, я просто так, женщин в том, что они не активны в этом отношении сами, кроме Токтаиму Михалевой? Здесь, наверное, мы должны по-другому поставить вопрос. Вот освещением, достаточным качественным освещением своей предвыборной кампании по сравнению с теми ресурсами, которыми обладают мужчины-кандидаты. И это в том числе в какой-то мере обуславливает, да, недостаток информации о женщинах-кандидатах. И, соответственно, СМИ — это зеркало, да, которое отражает сложившуюся ситуацию. В этом свете, да, могут быть такие долгосрочные стратегические перспективные стратегии, это в том числе расширять возможности женщин для их должной репрезентации в средствах массовой информации. Ресурсы должны быть разные, как финансовые, так и прочие, да, когда женщины должны иметь возможность становиться публичными политиками, известными личностями еще до выборов, да, а не только во время самой кампании. Спасибо большое. Спасибо. Заключает. Наша организация осуществляет мониторинг выборов с фокусом на избирателей отдельных категорий. Это лица с инвалидностью, лица, которые находятся в учреждениях под стражей, в социальных учреждениях здравоохранения. Наша организация проводила мониторинг в целом обеспечения мер по обеспечению избирательных прав таких граждан и в целом участие кандидатов ЛСИ в избирательной кампании. Если говорить по поводу обеспечения мер, продолжается избирательными комиссиями продолжаются принятие мер по обеспечению избирательных прав посредством формирования карты потребностей, ведения учетности, информирования избирателей ЛСИ,
В частности, на этой избирательной кампании, как и в предыдущих, в двух последних избирательных кампаниях также были выпущены плакаты, которые напечатаны шрифтом шрифта, брошюры специальные для ЛСИ. Также мы видели, что в колл-центре ЦИК есть горячая линия видеосвязи для ЛСИ по слуху, для того, чтобы они получили информацию языком жеста. Если продолжаются меры по поводу обеспечения доступности помещений для голосования, ну это сейчас я чуть позже скажу. Что касается политических партий и по требованию законодательства, что в их списках должны быть кандидаты ЛСИ, в большинстве партиях они выдержали минимальные требования законодательства, то есть в их списках были 2 кандидата ЛСИ, и один из которых был в 25 первых позициях в списках. 4 партии они выдвинули 3 кандидата ЛСИ, одна партия выдвинула то есть партия «Зеленых крыс», она выдвинула сразу 4 кандидата, это самое много среди других политических партий. И одна партия, это Мекенчелель, она выдвинула сразу 2 ЛСИ в первых 25 позициях. Ну, разумеется, с нынешней системой выборов депутатов Жоркинеша, позиция это не имеет значения. Но, тем не менее, мы видим, что пока еще по предварительным данным, что как минимум один кандидат, который является лицом с инвалидностью, лидирует в своем округе. И в Жоркинеше, возможно, будет такой избиратель, что показывает, что, в принципе, такие избиратели тоже могут конкурировать наравне с другими кандидатами. Что касается доступности, на сегодняшний день мы провели аудит доступности на 122 участках. Мы проводили еще на других участках, это вот 27 и 28 ноября, результаты выйдут позже. Но по итогам этих 122 участков мы выявили, что 27%, только 27% соответствуют стандартам, строительным стандартам, или максимально близки к этим стандартам, а остальные 73% они не соответствуют стандартам. Но если это строго придерживаться тем стандартам, которые у нас установлены строительными нормами и правилами. Но при этом 41%, в 41%, где установлены пандусы, они могут быть использованы в случае небольших доработок или если, например, окажут помощь. Но остальные 59% этих помещений, они, конечно, не безопасны для избирателей с инвалидностью. Там требуется серьезная работа по улучшению доступности. Непосредственно в день мониторинга, в день голосования вне помещения и голосования в помещении, то в день голосования вне помещения нами было охвачено 205 избирательных участков, и в целом на этих участках проголосовало 205 лиц с инвалидностью. То есть 205 лиц с инвалидностью проголосовало на 122 охваченных избирательных участках. Прошу прощения. И в день голосования нами было выявлено в целом 6 нарушений. Ну, нужно сказать, что в целом голосование вне помещения всегда сопряжено риском нарушения тайны голосования. Таких рисков было очень много, но вот именно таких законченных нарушений, когда явно были нарушения тайны голосования, мы зафиксировали их 4, а в целом было 6 нарушений. 2 из них, 4 это по нарушению тайны голосования, и 2 это процедурные нарушения. Из этих 4 нарушений тайны голосования по всем были направлены соответствующие УИКи обращения, по которым в 3 случаях вышестоящие избирательные комиссии признали, что действительно было нарушено тайное голосование, а по одному из них в целом признали недействительным бюллетени голосования вне помещения. Что касается очереди возле урн для голосования и возле урн, возле ОСУ, да, возле кабины для голосования, мы замечали, что в некоторых УИКах даже избиратели друг другу помогали.
объясняли, как необходимо это голосовать. Ну, в целом все. И, ну, мы тоже, да, отмечаем, что у нас мы выявили в 6 УИКах действительно тоже были такие действия, когда отсек для недействительных бюллетеней переполнялся, и в этих случаях члены избирательной комиссии, они выгружали эти бюллетени, опечатывали, и потом, в большинстве случаев, они потом заново запускали эти же АСУ. Спасибо большое, Нурлан. Я благодарю спикеров за очень детальную. Там у нас тоже есть определенные потери. Если, ну, чисто так механически считать, да, то должно быть чуть больше. Но на самом деле у нас потери происходят, например, если партия получает 6 мандатов, а там из этих 6 только одна женщина. И вторая партия 6 мандатов, значит, а там тоже получит только одна женщина. А если посмотреть вместе, из этих 12 должно быть 3 женщины. Но из-за того, что получается неровно, некратно 4, значит, количество мандатов будет получать партии, получается часть мест, которые, по идее, должны быть заняты женщинами, они не окажутся занятыми ими, да, а получат эти мандаты мужчины. Вот чисто из-за этих вот таких математических нюансов у нас их может, даже по партийным спискам мы можем не получить 30%, да, можем получить гораздо меньше. А вот эти 18,8% это из 90 мандатов всего в парламенте, да, сколько у нас будет женщин. Поэтому вот мы и говорим, что фактически мы не сдвинулись, да, мы не улучшили текущую картину с представленностью женщин в парламенте. Тогда получается, при распределении мандатов, да, внутри партии тоже обязательно будут учитывать где-то. Да, это даже женщины получили там меньше. это законодательная норма, что сначала определяется список победивших партий, то есть те, которые преодолели все барьеры, и потом по каждой партии сначала 30% из этой доли мандатов, на которые партия претендует, должно быть отдано женщинам. Там тоже смотрится с точки зрения того, какие женщины в списке партий получили дополнительные голоса от избирателей, соответственно, может очередность поменяться. И только потом, после того, как эти 30% женских мандатов распределятся, остальные мандаты распределяются среди остальных кандидатов, оставшихся в списках партий, по количеству полученных голосов. Спасибо. Пожалуйста, Андрей. Андрей Такамбаев, Пятый канал. Конференции, как наблюдателю. Что можно ответить на это, что можно сказать в качестве независимого общественного наблюдателя? Вопрос исходит из той ситуации, которая произошла вчера вечером, когда произошел, ну, со слов председателя комиссии, со слов представителей партии, сбой системы. Но признать итоги недействительными — это очень сложный процесс, так как итоги еще не подведены. То есть вчера только завершилось голосование, и должны были быть подведены итоги голосования на избирательных участках. В этой ситуации очень важно, то есть для того, чтобы устранить все сомнения, постараться осуществить ручной подсчет бюллетеней, то есть присутствовать представителям кандидатов, хотя мы понимаем, что и в финансовом, и в человеческом смысле это очень затратно. И второй очень важный момент, необходимо вообще разобраться, что на самом деле произошло. Я не знаю, может создать какую-то независимую техническую комиссию, потому что такой момент, он очень сильно влияет вообще на всю систему выборов. Мы везде говорим, что у нас одна из передовых систем, мы этим гордимся, и для того, чтобы исключить вот эти сомнения, необходимо все вместе, без преследования каких-то политических целей, то есть принять какое-то компромиссное решение. Спасибо. И мой заключительный вопрос. Спасибо за информацию, и мы их получили как бы еще и в динамике. И у меня такой вопрос. Ни слова не было сказано о деятельности ЦИК. Это потому что не входило в поле ваших наблюдений, либо есть какие-то другие причины?
Выборы, да, там, например, 5, 7, 8, 10 лет назад, и как организован избирательный процесс сейчас, мы можем отметить очень серьезную положительную динамику. Центральная избирательная комиссия, она действительно проделала очень хорошую работу по тому, чтобы данные были открыты, чтобы они были доступны, чтобы они были всегда актуальные, новые, да, и так далее. Вот. И в этом смысле, ну, по крайней мере, нам для гендерного мониторинга это было очень-очень удобно, потому что все данные действительно были в электронном формате, на сайте, они обновлялись, их можно было получить в полном объеме, так скажем. Да. Вот в этом плане мы, конечно, признательны и можем позитивно оценить работу Центральной избирательной комиссии. Что касается других вопросов, то, наверное, это не столько вопрос к самой Центральной избирательной комиссии, сколько вообще в целом к системе наших выборов. Да. И вот раньше наша электронная система голосования и биометрическая идентификация, они позволяли нам, по крайней мере, верить результатам подсчета голосов, да, что мы могли убедиться, что результаты выборов более-менее достоверные. Другое дело, что до дня голосования, каким образом происходила работа с избирателями, был ли подкуп голосов, да, насколько сами избиратели сознательно голосуют и принимают ответственно решение о том, какую галочку поставить в избирательном бюллетене, эти вопросы остаются открытыми. Да, они действительно у нас сегодня в Кыргызстане являются самыми злободневными. Да, и если сейчас вот будет исключена вот эта вот техническая ошибка, сбой, да, какой-то, если мы убедимся, что ручной пересчет голосов подтвердит предварительные итоги выборов, да, то тогда, наверное, у нас останется вопрос больше с тем, что мы должны больше работать с самими избирателями и субъектами политического процесса, с партиями, с кандидатами, чтобы не допустить подкупа и других злоупотреблений в процессе избирательной кампании. Спасибо большое. И завершая пресс-конференцию, мне приятно, что от ЦИК есть позитивная оценка о их деятельности. Вопросов больше нет, я правильно вас поняла? Всем большое спасибо. Вам особенно. Спасибо. Толук кандуу мүмкүнчүлүк берилген. 8 менки 8-ден баштап добуш берүү маалынан баштап карасак, кечки саат 8-ден участкалык комиссиялар жабылгандан кийин, ишин добуш берүү процесси токтогондон кийин биз мындай көйгөйлөргө берүүнүн жыйынтыгы боюнча өзүнүн кол менен саноо жүргүзгөн норма боюнча жыйынтыктоочу кол менен саноонун өзүнүн мөөр менен басылган копиянын протоколдорун берүүдө, бул боюнча айтсак, өтө мындай орчундуу маселе. Эмне дегенде, ошол тиешелүү участка учурда ошол бул участкаларда болгон бизде суроо пайда болгон бүгүндө. Анан негизи эле могу жаңы мыйзамга өзгөртүүлөрдү толуктоо киргизүүнүн негизинде ушул жаңы бүгүнкү күндө көрүп жатабызды, аябай оңойго турбайт экен да. Мына кээ бир участкаларга мына дагы эле биз толук маалымат албай жатабыз да, кандай жыйынтык чыккандыгы жөнүндө. Кээ бир биздин байкоочулар дагы эле шайлоо комиссияларынын артынан чуркап, ошо жыйынтыктоочу документтерди, протоколду ала албай жатат. Бул боюнча айта кетсек, айтып кетебиз. Дагы бир маселе, мисалы мыйзамда көрсөтүлгөн